Борис Тменов – самый вредный фотограф Осетии. Автор лучшего проекта о Китагурове. Боится своей жены. Уверен, что фотография – это суперспособность. Если бы вы поймали золотую рыбку, какие 3 желания загадали бы? Я бы, наверное, загадал одно. Я хочу аквариум с золотыми рыбками. Что бы вы хотели изменить в своем прошлом? Ничего. Ничего. Все так, как нужно идет. Стал бы ты дружить со своим двойником? И почему? Нет, я бы его побил. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? Да. Это ядовитые грибы. Их только 1 раз можно попробовать. Чем бы вы занялись в последний день своей жизни? Не знаю. Провел бы время с любимыми людьми. Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. Старый, седой. Сижу на троне. Вокруг куча детей, внуков. Не, шучу. Не знаю, так же, как и сейчас. Работа, работа, работа. Чего вы боитесь? Жены. Какие мечты детства вы воплотили в жизнь? Ни одной. Мечтал об одном, а все воплощается совсем по-другому. Что для вас главное в жизни? Любовь. Любовь правит миром. Как вы выбрали свою профессию? Она выбрала меня, скорее всего, а не я ее. Так получилось. Это хобби, которое превратилось в профессию. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Иногда. Как вы воспринимаете критику в свой адрес? Нормально, положительно. Если это объективное, конструктивное, то это даже благо. Если бы вы могли стать невидимкой, куда бы пошли? В женскую баню. Хотели бы вы, чтобы о вас написали книгу? Нет. Моя жизнь недостаточно еще долго прожита и недостаточно насыщена для того, чтобы о ней писать. Быть может, как раз-таки лет через 20 можно было бы, но не сейчас. Как вы относитесь к смертной казни? Положительно. Исключительно положительно. Оказавшись перед Богом, что сказали бы ему? Ты есть? Так почему тебя нет? Что хуже, сломанная рука или сломанный объектив? Я не знаю. Для меня это одинаково, прям ужасно. Наверное, объектив. Здоровье важнее. Чем приходится жертвовать ради фотографии? Многим, но не всем. Потому что фотография – это я это фотография. Она занимает очень важное место в моей жизни. Поэтому многим, но не всем. Свободным временем, огромным количеством свободного времени, походами в горы приходится жертвовать уже сколько лет. То есть прогулками, увеселительными какими-то мероприятиями. Многим приходится жертвовать, потому что нужно развиваться, работать.